урматтуу Коргоо кеңешинин мүчөлөрү, урматтуу бүгүнкү чогулушка катышып жаткандар, энергетика тармагынын туруктуулугу жана өнүгүшү мамлекеттин эң башкы милдеттеринен болуп саналат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, өткөн кыш оңой болгон жок. Энергетикадагы талуу жерлерибиздин баары тең ор коюп чыгып калды. Электр кубатынын тартыштыгы жана энергетикалык инфраструктуранын чектелүү мүмкүнчүлүктөрү Кыргызстанды иш жүзүндө коңшулардан керектүү энергияны сатып алууга мажбур кылып, чындыгында коңшуларга көз каранды болдук. Карапайым калк ичинде толтура суубуз, гэстерибиз туруп, неге электр тартыш деген суроо дайыма коюлуп келатат? Буга да кыскача жооп бериш керек. Анткени турмуш ордунда турган жок да. Экономикабыз тынбай өсүүдө, жаңы үйлөр, имараттар, өнөр жай ишканалар ишке берилип жатат. Кудайга шүгүр, калкыбыз да өсүп жатат. Октябрда 6 миллионго жеткен турат. Ошого жараша электр энергия көрөктө да тынымсыз өсүп жатат. 2009 жылдан бери 5 жылдын ичинде электр энергиясынын керектүү 1,5 эсе көбөйдү. 1,5 эсе көбөйдү. Ошол эле убакта билесиңер, жаңы бир ГЭС, жаңы бир чоң ТЭЦтер ишке киргизилген жок. Анын үстүнө табигый шарттар дагы жылдан жылга өзгөрүп турат экен. Бир жылы суу тартыш болсо, кээ бирде мол болот экен. Ошондуктан албетте мындай себептер да бар. Бирок ошол эле кезде тармакты туура эстүү башкаруу зарылдыгында көрүп турабыз. Бул оркоюп көрүнүп турат. Ар тараптан терең талдоо, бир канча жылдарга божомолдорду түзүү жана ошого жараша чечимдерди кабыл алуу аркылуу энергетикалык тармакты үзүрүштетсек болот. Тилекке каршы бул системада андай мамиленин жоктугунан улам кабыл алган чечимдерибиз күнүмдүк маселелерди жоюу гана менен чектелип жатат. Ачык айтканда, тармакты башкаруунун азыркы системасы энергетикалык коопсуздукту камсыз кылууга таптакыр жараксыз деп айтсак болот. Бул ачуу чындык. Энергетикалык компаниялардын башкаруу органдарынын саясаты, тармактын ичиндегидеги кээ бир компаниялардын саясаты каршы келип атат. Орустар айткандай, усими нянек, дитя без глазу. Анткени башкаргандар өтө көп. Энергетика тармагын министри дагы бар, он госимущество бар, өкмөт бар, айла жок президент да киришет, депутаттар да киришет. Аягында орустар айткандай, усими нянек, дитя без глазу. Коррупция да бул тармакты өнүктүрбөй, четинен ныдыратып жатканы белгилүү. Энергетикадагы эбегейсиз каржы агымдары, анын ичинде мамлекеттик сатып алууларга багытталган агымдар тармактагы чиновниктердин көзүн кызартып, алкымын тыйдырбай жатат. Уважаемые члены Совета обороны, развитие и обеспечение стабильности стратегической отрасли нашей страны энергетики является одной из самых ключевых задач государства. Реализация в соответствии с национальной стратегией устойчивого развития страны энергетических инфраструктурных проектов позволит в будущем решить проблемы энергетики. Но это в перспективе. А в настоящее время мы вынуждены решать задачи обеспечения энергетической безопасности в условиях, приближенных к кризисным, скорее даже в кризисных условиях. Прошедший год и предыдущие осенне-зимние периоды были для нашей страны непростыми, и они выявили полную уязвимость нашей энергетики. Дефицит электрической энергии и ограниченные возможности энергетической инфраструктуры оставили фактически нашу страну в зависимость от импорта энергоресурсов и высоких цен на закупаемую электрическую энергию из соседних государств. Конечно, есть и объективные факторы, приведшие к сложившейся ситуации. Рост экономики, ввод новых зданий, жилых домов, промышленных объектов и увеличение численности населения увеличили уровень потребления за 5 лет с 2009 года в 1,5 раза. Конечно, здесь можно учитывать и природные факторы, которые иногда бывают неблагоприятными, бывают засушливые годы. Но в то же время надо отметить, что энергетическая отрасль
могла бы эффективно функционировать, если была бы адекватно выстроенная система анализа, прогнозирования процессов и принимаемых решений. И надо открыто сказать, что такой подход в энергетической отрасли страны отсутствует. И в результате принимаемые решения, они фактически сводятся к тушению пожаров и решению каких-то сиюминутных вопросов и борьбе с последствиями. И больше того, я скажу откровенно, существующая система управления отраслью сегодня показала свою неспособность решать задачи энергетической безопасности. Больше того, сложилась ситуация, когда политика органов управления энергокомпаний противоречит политике самой отрасли. Это особенно ярко проявляется в энергетических компаниях при решении корпоративных вопросов, когда во главу угла ставятся кадровые вопросы, шкурные вопросы. Это мы наглядно видели недавно на примере Северэлектро. И я об этом и премьер-министру говорил открыто, что из-за некоторых решений даже правительство этот бардак идет. У 7 нянек дитя без глазу. Все командуют отрасли. Фонд госимущества, правительство, депутаты. Теперь еще добавили советы директоров. А советы директоров, мы знаем, они фактически формируются, собираются по предложениям партии. И получается, у 7 нянек дитя без глазу. Конечно же, серьезным препятствием, даже бедой отрасли, остается коррупция. Огромные финансовые потоки в энергоотрасли, в том числе предназначенные для госзакупок, являются непреодолимым искушением для чиновников отрасли, для управленцев и для советов директоров. И хочу предупредить, что мы будем и дальше бороться, усиливать эту борьбу и сажать будем. Сажать будем, пока немножко аппетиты не умерят все наши друзья в энергоотрасли. Беспощадно будем сажать. Потому что уже борьба с коррупцией в этой отрасли, она принимает странные обороты. Она, конечно, не нравится ни управленцам, и не нравится некоторым политикам. И вокруг этого уже разные идут игры под видом, тоже причем под видом борьбы с коррупцией. Уважаемые члены Совета обороны, особо хочу остановиться на тарифной политике. Население страны должно быть осведомлено полностью как о принципах формирования тарифов, так и их четкой обоснованности. Если говорить просто, каждый гражданин имеет право знать, из чего складывается цена 1 киловатт-часа электроэнергии, и мы, в свою очередь, обязаны установить справедливую стоимость электроэнергии и открыто представить ее обществу. Тогда государство не будет давать повода отдельным политикам для различных спекуляций и для попыток дестабилизации ситуации в стране. Это очень важный вопрос. Муна тура түшүнгүлө, урматтуу Коргон кеңешинин мүчөлөрү. Тариф саясатына өзгөчө маани бербесек болбойт. Анткени калкыбыз баалар кандай түзүлөт, эмнеге мындай болуп атат деп түшүндүрсөк, биздин калкыбыз бардыгын ачты. Эгерде негиздүү болсо, адилеттүү болсо, туура экен дейт да. А бирок эгерде күмөн санам болуп турса, эчтеке түшүндүрбөй эле момундай болот деп тарифти кое койсок, албетте анда бир оюндар башталат да. Сөзсүз саясатчылар чыга калат. Ошондуктан тариф саясатын кадимкидей калкыбыз түшүнүш керек. Энергетика мамлекетибиздин башкы байлыгы. Бизде газ, муңайзат өңдүү байлыктар аз болгону менен суу, таш көмүр толтура. Керек болсо көмүр энергетикасы, гидроэнергетикага альтернатива боло алмак. Бирок бул тармакта болуп жаткан баш аламандык, кенебестик үмүт ордуна кайгы жаратат. Кайгы жаратат. Ошол эле кара кечеге барып, көмүр кандай алынып атканын көрсөңөр, кайгырасың. Келечекте эч ким ойлобойт. Бардыгын убагында таратып бергенбиз. Мына кара кеченин жарымын мамлекетте алдык, бирок дагы эле иштете албай атабыз. Я здесь хочу подчеркнуть значение угольной отрасли страны. Во многих странах, где нет гидроресурсов, других видов ресурсов, именно на угле все держится.
начиная вот от соседнего Китая. И учитывая миллиардные запасы угля в Кыргызстане, конечно же, угольная отрасль, она могла стать даже альтернативой гидроэнергетики. Не только выработка там угля, доставка населению, производство из угля электроэнергии, производство из угля того же газа. Но, к сожалению, мы видим, что там полностью все пущено на самотек, и процессы добычи и реализации угля привели не только, порой бывает, дефицит угля в стране, но и высокие цены на уголь, спекуляция, воровство. И фактически мы наблюдаем, как постепенно разрушается угольная отрасль, постепенно разрушается. И, подводя итоги, можно сказать честно, что энергетика в силу своего критического состояния уже не в силах выполнять свою функцию локомотива страны. Локомотива страны. Больше того, уже начинает выступать тормозом, потому что некоторые предприятия промышленные под вопросом, сможем запустить, хватит ли электроэнергии. И больше того, это отрасль, которая, по идее, должна быть суперприбыльной и приносить в бюджет деньги, она постепенно становится такой черной дырой. И уже сегодня есть вопрос постоянного датирования отрасли. Постоянного датирования отрасли. Вот только за последний год с небольшим мы отдали на поддержку энергоотрасли больше 10 миллиардов. Это вот мне данные дали, 10 миллиардов сомов. Фактически, я думаю, наверное, еще больше, потому что там и учет странный. Все кредиты берет правительство, и поэтому себестоимость получается супер низкой. То есть до того все запутано, надо порядок наводить, надо этот узел разрубать сегодня, принимать решения и через несколько месяцев вернуться к этому вопросу, принять уже окончательное решение. Но чтобы мы должны навсегда покончить с этим бардаком в отрасли, и у нас не должно быть проблем в энергетике. У нас не должно быть проблем в энергетике. И принятые сегодня решения, они, конечно же, должны обеспечить энергобезопасность страны, энергонезависимость страны, потому что если мы будем только полагаться на то, что будет там построены новые ГЭС, там, реконструкция ТЭЦ, действующие гидроэлектростанции и так далее, и при этом не наведем порядок в отрасли, мы тогда ничего не добьемся. Поэтому я попрошу вас принять активное участие в сегодняшнем обсуждении. Вопрос очень важный. И тем более у нас есть все для того, чтобы навести порядок, и принять все необходимые решения. И здесь нам не надо ждать, что я тоже думал ждать, пока будет новый премьер-министр, новое правительство. Не надо этого делать. Есть у нас для этого структуры, как Совет обороны, есть Совет по устойчивому развитию. И поэтому мы должны дать ориентиры, утвердить решения, под которыми будут работать все чиновники страны и все управленцы в энергоотрасли.